сожалению, да, вчера, вы все знаете, принято постановление Конституционным судом номер 4, которым принята неконституционным статья 21 Закона о особом правовом статусе. И самое главное, что, зная, что касается именно это решение автономии, наших полномочий и потери, нас не соизволили не то что пригласить на заседание, чтобы мы защитили свои интересы, нас вообще даже письменно не предупредили, чтобы мы свои аргументы написали в пользу этой статьи. Все юристы удивляются, как может быть вообще такое. Это, можно сказать, прямой плевок всему народу Гагаузии. В прессе просочилась информация, что председатель Народного собрания знал, что вчера будет заседание Конституционного суда, и этот вопрос будет обсуждаться. Я хочу открыто спросить, Дмитрий Георгиевич, вы об этом знали, информация получила Народное собрание или все-таки же нет? Без 15 минут час, только от СМИ, когда уже написано было, что 13:00 уже объявят о решении. И я Георгию Георгиевичу сказал, он тоже абсолютно ничего не знал. То есть не раньше? Не раньше. Ну, это ваш ответ. Информация просачивается другая. Ну, вы ответили. Вы спросили, как это понимать, когда выступали. Дмитрий Георгиевич, это нужно понимать так, что конкретно сегодня дана оценка вашей работе президиума за 2 года. То, что произошло, мы ни в коем случае, ни один человек Гагаузии не поддержит и не поддерживал. То, что делает сегодня центральная власть, и она будет иметь большие последствия. Но я скажу, что эта власть была и раньше, когда был председателем Народного собрания Кыса Владимир. Почему-то Конституционный суд у нас ничего не забирал, ничего не делал. Вы не хотите себе задать вопрос, почему вы довели ситуацию до того, что сегодня, да, вчера у нас забрали, что мы не можем выбрать прокурора, а завтра возможно, что мы потеряем и автономию? Потому что уже на протяжении года многие депутаты, я в том числе, мы предлагали, что разблокировать отношения с центром, начинать работу межпарламентской группы, чтобы иметь трибуну и говорить. Вы не захотели. В дальнейшем ситуация по исполкому правительству дошла до тупика, которой не было никогда в Гагаузии. Мы же сегодня отлично понимаем, что начало вашей работы было по-другому. Мы все в этом зале, помню, когда вы привели президента страны Майю Санду, и вы закрывали рот всем выступающим, не давали нам возможность задавать вопросы. Сегодня вы также продолжаете рот закрывать всем, начало было такое, уже в обратную сторону. Вы должны понимать, что такая политика двойных стандартов сегодня направо, завтра налево довело до того, что мы маленькая автономия, которая имеем особый правовой статус, имеем законы, к нам сегодня относится к региону, который фактически захваченный, и дальше с этим регионом нечего говорить.